Специалисты управления образования рассказали жителям муниципалитета о том, как будет организован отдых детей в летний период. В этом году юные сосногорцы вновь смогут побывать в лагерях, расположенных в Республике Коми и на побережье Черного моря. Дети, Сосногорского района в этом году могут посетить лагеря на территории Республики Коми. Это Гренада и Мечта, смены с июня по сентябрь. И на побережье Черного моря. Это Черноморская Зорька, город Анапа, лагерь Приморский, Кабардинский район, село Кабардинка, Геленджикский район, лагерь Медвежонок, также село Кабардинка, лагерь Алькадар, Республика Крым, город Севастополь. Также смены с июня по сентябрь включительно. Отдых детей в летнем лагере родителям необходимо оплатить. Однако специалисты управления образования напоминают, что существует несколько льготных категорий. Льготные категории для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки, от стоимости путевки они оплачивают 10%, вернее, от стоимости дороги, из всей стоимости путевки. Льгота для детей из многодетных семей, они оплачивают половину стоимости путевки и полностью дорогу. Также существует льгота для одаренных детей, это дети, которые находятся в республиканском реестре одаренных детей. Они оплачивают только дорогу, путевка для них бесплатна. Будет организован летний отдых юных жителей муниципалитета и на территории Сосногорского района. Провести время школьники смогут не только весело, но и с пользой. На территории Сосногорского района детский отдых будет организован в образовательных организациях. Это будут детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базах школ и на базах учреждений дополнительного образования в Сосногорске. Это ДДТ, Нижний Одесс – это Центр дополнительного образования детей, и поселок городского типа Вайвош, тоже Центр детского творчества. Также в школах смены в основном это июньские смены, в июле есть смены, в августе, и также будут проходить летние трудовые отряды. То есть это дети в возрасте от 14 до 18 лет, которые будут трудоустроены, летние смены 10-дневные, 10 рабочих дней дети будут работать на базах школ своих. Всего за летний период специалисты управления образования планируют привлечь к отдыху и занятости 2400 детей, в том числе 300 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме детского творчества состоялся отчетный концерт ансамбля русской народной песни «Молодая канарейка». В коллективе 3 группы, в которых занимаются дети с 5 до 16 лет, а также группа выпускников. Всего около 50 человек. Для каждого возраста свои песни. Для деток, которые приходят только заниматься, для них есть определенный репертуар. Это потешки, прибаутки, определенные календарные песенки. В дальнейшем уже детки растут, и я подбираю двуголосные песни, тоже игровые песни, чтобы детям было очень интересно и увлекательно заниматься в нашем объединении. Когда дети подрастают, конечно, я применяю уже более современный репертуар. Коллективу 23 года. Руководитель гордится своими выпускниками. Среди них есть успешные исполнители. Например, участница государственного ансамбля «Русь» Юлия Колесник. Анастасия Рогова – дочь руководителя коллектива «Молодая канарейка». Неудивительно, что она поет с раннего детства, больше 20 лет. Девушка признается, что фольклор для нее – вся жизнь. Руководитель очень трепетно относится к каждому выступлению, к каждому подбору костюмов, оформлению номера, выбору танцевальных каких-то рисунков красивых. Мне очень радостно сегодня присутствовать, участвовать на этом концерте. Концерт стал первым за долгое время ковидных ограничений. На нем прозвучали и новые песни, и жемчужины репертуара.
Близится конец учебного года, а это значит, что наступила пора показать свои таланты, чему ребята научились. Ансамбль русской народной песни «Молодая канарейка» подарил нам сегодня настоящий праздник русской песни и танцев. Ребята подготовили замечательные яркие номера. Большая концертная программа сегодня представлена, и видно, как ребята соскучились по сцене. ДДТ приглашает сосногорцев на отчетные концерты творческих коллективов, которые пройдут в мае. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские школьники стали победителями регионального этапа конкурса исследовательских проектов без срока давности. Он проводится среди учеников 8-11 классов, а также среди учащихся организаций среднего профессионального образования. Участники могли выбрать из 6 направлений исследований и подготовить проект на основе анализа исторических источников. Все темы посвящены Великой Отечественной войне. В нашем, уже теперь, надеюсь, прошлом было очень много упущено. Понятно, по многочисленным причинам, из-за чего мы все-таки недостаточно много занимались патриотическим воспитанием. И я думаю, что сейчас, когда происходит переосмысление происходящего, мы должны обязательно усилить его. И поэтому роль таких всевозможных мероприятий, проектов и так далее, она велика. И я думаю, она должна еще более возрастать. Лариса Зарубина – куратор проекта восьмиклассников кадетской школы. Они подготовили работу в тематике произведения искусства военных лет, которую посвятили агитационным плакатам. В проекте ребята рассказывают о творческой группе «Боевой карандаш». Во время блокадного Ленинграда ее снова сформировали, чтобы нарисовать плакаты, которые могут поддержать дух народа. К этим плакатам относится «Родина. Май», то есть самые такие относительно известные плакаты были нарисованы именно боевым карандашом. Также в своей работе кадеты рассказывают, как во время военных действий распространяется ложная информация и как отличить ее от правдивой. Наиболее актуальная тема на сегодняшний день, потому что это, такой трагедии подвергся весь мир, и сейчас это должны все обсуждать, не закрывать на это глаза. И вот мы попытались через проект донести все обстоятельства на сегодняшний день. Ученица 8 класса гимназии Диана Куликова выбрала тему исследования «Архивные документы и периодическая печать». Она взяла за основу проект гимназистов 2010 года, обновила информацию и рассказала истории 6 сосногорских ветеранов. Я подготовила проект на тему «Ветеран, живущий рядом». Мы ходили по ветеранам, связывались с родственниками ветеранов и спрашивали у них информацию. Я считаю, что тема войны сейчас набирает большую популярность, и это будет полезным для детей, которые учатся в младших классах или в садиках. Информацию о ветеранах Диана искала на сайте Министерства обороны «Память народа», где хранятся документы военного времени, а также в виртуальном музее гимназии. Свою работу она представила и на учебно-исследовательской конференции «Шаги в науку», которая прошла в образовательном учреждении. Это масштабный проект, который длился не один месяц, было задействовано очень много человек, помогало в реализации этого проекта. Конечно, ценность проекта, она безоговорочная, потому что ребята, которые присутствовали, зрители, которые присутствовали при защите этого проекта, они очень много узнали о людях, о которых нельзя забывать, о ветеранах, которые жили и живут в нашем городе. Стоит отметить, что школьникам помогали в работе над проектами их одноклассники. Сейчас идет второй этап конкурса – отбор проектов на федеральном уровне. Если юные сосногорцы пройдут его, их работы покажут на фестивале в Москве. В каждой из 6 тематик жюри определит 3 победителей, которые получат грантовую поддержку. Конкурс завершится в середине сентября. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Да. Так. Так. А кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? А у нас в квартире газ. А у нас? Газ
для вас на сайте connectgas.ru или по телефону 8 800 101 0004.